Всем привет, ребята! Дождались, наконец-то, первый лед. Значит, находимся на оке, в какой-то протоке. Будем сейчас пробовать ловить рыбу и бурить первые лунки этого сезона. Народ подтягивается. Притащили живца некоторые товарищи. Буду ставить жерлицы, посмотрим, что удастся нам поймать. Ну все, погнали буриться. Ага, вон Юрик поймал первую рыбку. Так, сделаем пару луночек пока. Что поймал, Юр? Кто это? Чуть больше. Мормышки. А, трофейный окунь. Ага. Ну все, сейчас тоже достаю удочки, шмудочки там и будем пробовать, как дела чего. Оп. А вот и первая рыбка, ребята. На безмотылку, значит, тоже вот такой вот окунь. Юрик ловит на мотыля, но с подсадкой, а я на безмотылочку. И попался вот такой вот окушок. Рыбалка только началась, только светает, народ сверлится, лед трещит, страшное дело. Ну вот такой вот окунь. Все. Домой его отпустили. Рыбалка продолжается. Рыбак я еще тот, как бы не понимаю тут что как. Снасти стопудово у меня неправильно сбалансированы, поэтому что-то около 5, наверное, удочек у меня есть. Сейчас будем пробовать экспериментировать с разными мормышками. Может быть, смогу подобрать ключик к рыбе. Будем искать. Пока одну рыбку удалось поймать, и 2 у меня сошло, и была 1 поклевка. И Юрик поймал окушка такого, побольше пальца уже. Сейчас быстро пробегу, проверю лунки, которые насверлил. Как правило, если с 5 проводок поклевок нет, то нечего задерживаться, нужно искать. Запахло страхом в штанах. Я думаю, слышно вам, как трещит лед. Но рыбаков это не пугает. Значит, перепробовал разные удочки, которые у меня тут есть, с разными мормышками, и вернулся снова, значит, к сырному кубику, вот такому, и сразу же появились снова поклевки вот такого окуня. Отпустим его. Ну, будем пробовать. Ни у кого особо-то не клюет. Вот такой вот мелкий окунь, если только. Явно кивок у меня не подходит тут. Видимо.
Не нравится мне, как он висит. Но, тем не менее, удалось поймать на эту удочку уже вот 2 окушка. И были поклевочки. Попробуем пока на эту удочку. Сейчас пробегусь. Опять же, вот по этим лункам никуда не хожу. Вот насверлено у меня здесь штук 6. И я вот по ним с разными мормышками, значит, перемещаюсь. И по кругу вернулся к той, с которой начал. Так. Очередной окунь-людоед все-таки у меня клюнул. А у Юрика там на мотыля покрупнее клюет. Если не можешь найти рыбу, обуривай того, кто нашел рыбу. Да, Юр? Так, это... Отпускаем. Ага, ну у Юрика тоже такие. Ты с мотылем, да? Ага. Так. Так, ну я продолжаю пока ловить без мотыля. Есть поклевки на сырный кубик. Народ перекрикивается. Тоже там окушки с палец у всех клюют. Все, сядем напротив Юрика и будем тоже ловить окуней. Сейчас у него была поклевка. Видимо, крупной рыбы. Оторвалась леска. Сейчас будем ее ловить. Вот с твоей лунки поймал. Юрик пока перевязывался тут, я занял его лунку. Точнее, я просверлил рядом. И там не клевало. Думаю, попробую в Юркиной. И попалась. Сразу же. Такая рыбалочка. Что-то пока не особо у всех тут клюет-то. Народ перемещается. Кивок не нравится мне, но удочка работает. Но работа кивка мне не нравится. Так, сделал 3 новых лунки. Вот здесь так страшно треснул лед, что запахло страхом сразу. Сейчас эти 3 луночки проверим. Если нет, то будем дальше буриться. Перейдем к активному поиску. Сформировался базарчик небольшой, он там народ что-то тягает, но это просто компания такая большая приехала, они тут ловят. Ага. Все, надо просто лунки сверлить. И активная рыба сразу дает о себе знать. То бишь, вот со свежей лунки сразу же поклевка. Маленьких будем отпускать, а чуть побольше будем брать. Юрик что-то кидает на лед. Наверное, будет их сушить. Ага. Есть. Опа, наконец-то первая беленькая рыбка. Юр, поймал какую-то эту плотвичку. А? Ну, да, ну с белыми глазами, непонятно кто. Не разбираюсь я в маленьких рыбках. Кто это такие? Давайте ее тоже отпустим. Не нужна. Значит, мормышка. Вот такая вот. Шарик тут какой-то зелененький. Была какая-то черненькая, ободранная с этой стороны. Зеленая с какими-то желтенькими рисками. Гвозди-шарики какие-то, что ли. Ну, уже неплохо. Попробуем на балду. Вот на такой первый раз в жизни.
Ни разу не пробовал. Удильничек у меня вот такой. Сейчас попробуем. Пробежимся сейчас по лункам, которые есть. С балдой. С этой. Не знаю, как там правильно ее нужно дрыгать. Но вот подбросы делаю. Должна она дна касаться, не должна. Наверное, должна, чтоб муть давала, наверное, да? Так. Прошел уже лунок, наверное, 6 или 7, ни одной потычки. Вот в этой лунке сейчас было пару поклевок на балду. На снасть, которую я вообще первый раз в жизни рыбачу. Но уже купил готовую. Делаю подбросы. Там где-то возле дна. И было 2 удара. Но что-то ничего не поймалось. Ну и окунь клюет как бы очень мелкий. У всех. И у ребят там тоже не клюет. Если клюет, то с палец. Хороший-то бы сразу заглотил. Так, ребята. Вымучил я все-таки на балду окуня. Вот такого громадного. Это первая рыба, пойманная на балду. Что-то все запутал тут. Вот такой вот окушок. Но маленький. Ни у кого не клюет. Ну как не клюет? Клюет на безмотылку с подсадкой мотыля. Значит, у Михаила там вот есть поклевки: окунь, плотвичка одна клюнула. Все ребята, с которыми мы приехали, ушли. Кто-то там пошел на озеро на какое-то, ловит. И пошли туда вверх по течению. Хотя здесь течения как такового особо нет. А мы ленимся, мы тут. Решили здесь возле кустов половить. Но по-прежнему мелкий окунь клюет. Одну плотвичку удалось поймать, и все. И вот такие окушки. Назад его домой. Ага, вот опять. И на мотыля клюет. 10 удочек. Туда-сюда. Вон, чего, удочку сейчас утащит, блин. Проспал поклевку. Сожрали, что ли, мотыля-то? Нет. Клюет на мотыля, как бы. Но я хочу на безмотылку ловить. За 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Бежать вроде недалеко, но не успел. Пошла жара. Вот такая опять. Так, на безмотылку
что-то поклевок нет. Вот окушки только если маленькие клюют. А на стоячку, с подсадкой 2 мотылей клюет плотва вот такая. Ну как клюет? 2 поймал. Это лучше, чем ничего. Клёва, как на черных камнях, нету. Все тут обурились, сидим. Клюнул окушок, уже покрупнее предыдущих, так скажем. Вон туда кидаю. Значит, на вот этот сырный кубик подсадил в одного мотылька и на активной проводочке схватил. И на стоячку тоже тюкает, но очень редко. Эх, хвост, чешуя. Здесь клюет окунь громадный. Таких кошка ест, что ли, Юр? Таких не ест, да? Отпускаем. Да. Мне кажется, я его убил. Вот такой вот первый лед у нас тут. Клюнула. Так, я тут от жадности решил 3 удочки снарядить. Опа! Так. Ну вот, клюет у меня тут. Плотвички, окушки. Ну, хочется на безмотылку. Но на безмотылку что-то не клюет. Прошло минут 10, ничего не клевало, и клюнула вот тоже на стоячку. Плотвичка. На безмотылку с подсадкой мотыля. Те 2 удочки пока молчат. Да, время уже 12 часов. Клёва особо не наблюдается у нас. Решили рыбачить вот так вот тут. Пока возле этих кустов. Ну вот что удалось поймать. Несколько плотвичек, пару окушков. И все, и заглохло. Не знаю, может быть, есть смысл еще поперемещаться. Особо ни у кого не клюет. Все ходят из угла в угол, от ящика к ящику, едят прикормку. Ну ладно, еще посидим. Может быть, удастся что-нибудь еще поймать. Есть? Угу. Как? Ну вот, садись на мою удочку, лови. Я пока балду подергаю. Следи вот за этими. Ага. Есть. Кто это был? Кто это был? Окунь вот такой. Окунь вот такой. Да не это, как его, мормышку бросил в лунку и сразу в рот попал, ага, окуню. Решил поближе к этому забуриться. Проглотил прям сходу. Как вот теперь доставать? Надо какой-то экстрактор заводить, блин, или как это называется. Да нет, достал. Все, мотыль там кусочек был. Попробуем сейчас без мотыля. Будет, нет? Еще узел завязался, что ли? Черт побери.
Не, без мотыля что-то не хочет. А хочет. Хочет. Опа! Сейчас наворочаю, ребята. Валер, ты что, у меня клюет он на каждом забросе? Кошки. Есть. Опа. На паузе прилип. Ой, какой страшный. Смотрите, какой страшный окунь. Весь пятнистый. Кошки. Юрий говорит, кошка ест у него. Ну, повеселее дело пошло. Хоть такая рыба. На другую-то мы как бы и не рассчитывали, да? Ага. Вот они. Монстры. Окские монстры. Китикет. Вымучил, черт побери, замучил он меня. Леха притащил камеру. Ребята подъехали. Ничего у них тоже не клюет ни хрена, или клюет? Клюет. Целые пакеты рыбы, да? И вот в лунке видим, щука стоит, поэтому белей нет. Не знаю, видно, не видно вам. Стоит щурок. Ну давай балансир. Но здесь вот какой-то обрывок сети тоже вот. Вот он, смотри. На палке вот какая-то сеть здесь висит. Все, ребята, закончилась сегодняшняя рыбалка. Время 16 часов. Солнышко уже садится. До дома где-то 100 с лишним километров. Первый лед открыт. Рыба поймана, не крупная, но удовольствие получено. Конечно, не такое, какое мы хотели, но тем не менее. Удалось поймать маленьких окушков, маленьких плотвичек. Поэтому сезон подледной рыбалки открыт. Так, неохотно снимал, поэтому что получилось, то получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, если хотите, вниз. И это только начало зимней рыбалки. Все, пока-пока.